это родилась. 4 года, это, наверное, все-таки очень большой такой вызов для меня лично, да. Отголоски, вообще вот эта глубинная связь, она идет с детства. Такого культурного кода его как бы не было вообще, да. И мне снились олени. Были красивые, Мои наверное, олени да? красивые, мои олени другие. А эти замученные Да, эти зоопарком олени. бедные. Получу гектар Увидела. на Марсе. Оленеводческое стоящее, экспериментальное, технологичное. И оленеводы, они же, когда сохраняют свой быт, свой традиционный уклад, они прямые хранители фундамента всей планеты. Маргарита Попова – Илан. Общественница, креатор, организатор крупных имиджевых проектов. Родилась и выросла в Якутске. В последние годы занимается социальным проектом «Кындыкан», который глубоко связан с историей ее предков. Себя Илан называет главным мечтателем Якутии и фанатом предков. Смелая мечта нашей гости уже покорила космос в виде куклы «Кындыкан», побывавшей на Международной космической станции. Рита, привет. Привет, Спасибо, Аня. спасибо большое, что пришла. Да, спасибо за приглашение. Я как только в этот проект зашла, я сразу подумала о том, что надо бы как-то позвать Риту. А я ждала. Я такая думаю, когда меня Аня позовет? Да? Ну, Я здорово. шучу, конечно, но... Потому есть. что, правда, интересно то, что ты делаешь. Вот проекту «Кындыкан» сколько лет? В этом году 4 года. 4 года уже. Да. Если раньше я говорила всего лишь год, всего лишь 2, потом такая, уже 3, да, а 4 это уже солидная дата. Но при этом год отмечалось очень широко. 4 года как-то менее громко. Наверное, готовитесь к 5-летнему юбилею. Да, ну вообще в целом как бы таких годовщин, как проект, он как бы не отмечал, да. 12 апреля в этом году будет официальный старт проекта был в 2021 году 12 апреля, ну и в апреле, получается, будет 4-летие, да, такое. Но не готовлю что-то такое масштабное. Я думаю, что самое главное сейчас это, ну, как дальше, вот какие результаты и к чему придет вся эта деятельность. Давай начнем с самого начала. Что положило начало проекту «Кындыкан»? Наверное, само мое рождение. Время идет, состояние меняется, и Я вот это родилась. 4 года, это, наверное, все-таки очень большой такой вызов для меня лично, да. И за этот период изменилась я сама, и неоднократно. Вот. И все-таки одно остается неизменным, да, даже смена там имен, фамилий, да, она может быть так колебаться. А вот это понимание и осознание, что это все-таки мое вот действительно такое жизненное предназначение. Может быть, это родовой контракт, может быть, это что-то там судьба, да, ну, по-любому, по-разному можно назвать, но это предназначение и так было предначертано, потому что отголоски, вообще вот эта глубинная связь, она идет с детства. Потом, когда я вот узнала, что у нас есть тунгусские корни, папа всегда говорил, что, ну, как бы у нас есть эбеннер, баллар, эвена есть у нас, ну, как бы в крови, да, вот. И я как-то, наверное, как некой самозащитной иронией назвала себя всегда, как бы самоидентифицировала эвенкой. Но это была больше защитная реакция, потому что как бы я получила такое воспитание, ну, как и многие городские дети 80-х годов, 90-х, как бы сахалы куганксанарбын, то есть по-якутски я плохо говорю, баратыну и дубин, ну, как бы все понимаю, но у меня такой как комплекс и остался, да, и мне постоянно такие сахаболом баран того, ну, типа не говоришь, да? Приходилось защищаться. Да, я такая, а я шивенка. И потом, ну, называя себя вот так даже в шутку, человек все равно начинает задумываться, а кто такие эвены, а кто такие вообще тунгусы, а сколько вообще у нас народов, да, что такое север, как там эти олени, где они вообще живут, да. Все равно волей-неволей начинаешь как-то задумываться. И вот такой, наверное, внутренний запрос у меня какой-то он сформировался, ну и ярко начал выражаться, когда у нас у всех взрослых начинается экзистенциальный кризис когда-то, да, после 30 лет. Так, то есть ну, не у всех взрослых он начинается, но у тебя, видимо, был. У многих, да. Я думаю, что это как бы тоже немножко такая полушутка. Но многие проживают же кризис среднего возраста, все равно начинают задумываться, тем ли они занимаются, да, для чего они родились, да, что вообще они хотят от жизни, да. И я всегда как-то говорила друзьям в шутку тоже, да, как-то, когда мне будет 40 лет, я уйду кочевать со своими дальними родственниками. Это ты так угрожала?
Мне не угрожало, а я вообще Когда? в целом, как бы, да, для меня это было что-то такое, ну, параллельная вселенная, там, чтобы уйти, кочевать, да, это, ну, отказаться от благ цивилизации, да, необходимо, да. Для меня это было тогда, ну, молодой, как бы, городской девчонки, это, ну, что-то такое. Ладно, там, в Москву улететь, да, там, на ПМЖ, да, это, Ну, это логично как будто бы, да? это, да, это приемлемо, да, это такое очень даже реальное, да. А вот уйти добровольно, кочевать, жить в палатках, это как, ну, полететь в космос. Мгм. И сейчас, например, меня тянет очень сильно. Я хочу в палатку, я хочу куда-нибудь там на север, в стойбище. То есть, ну, если не к 40, то к 50, возможно. А, Рита. Получу гектар Уйдёт. на Марсе и открою там Ну, почему первое на Марсе? Где-нибудь там, Нет, где на можно Марсе. кочевать. оленеводческое стойбище, экспериментальное, технологичное. Там будут оленеводы осваивать марсианскую колонию. Потому что кто, как не оленеводы? Потому что оленеводы, они красавчики. Что бы ни случилось у нас, ну, в плане вообще какого-то там, тут, не дай бог, каких-то изменений больших, глобальных, да, то оленеводы, они наши спасители. Да, ты все время об этом говоришь. Ты говоришь, оленеводы — защитники Земли. Объясни, пожалуйста, почему ты так считаешь? Ну, потому что сейчас в целом, да, вот, ну, как бы мы живем в эпоху очень такую интересную, да, все меняется, да, даже вот эти ценности, которые раньше были фундаментально там столетиями, как бы незыблемыми, да, они сейчас у нас идет любая подмена, да, Это ты о каких ценностях говоришь? общечеловеческих, глобальных. какие? Там, ну, дружба, например, да, тоже Да, понимание. семья, Семья, там, партнерство, да, когда идет перекос там личные границы, что-то такое, да, технологии, да. Если, наверное, наше поколение, все-таки мы жили во внешнем мире, да, это вот как мы смеемся такие, саморефлексии там с подругами там на психологические темы там проработки разговаривали и говорю, вот наше поколение, мы во внешний мир, то есть внутренней опоры у нас как бы такой не было, и мы искали ее, да. Вот Подтверждение нам нужно, нам да, было социальное. подтверждение, наверное, потому что если бы мы ушли в себя, мы бы просто там заблудились. Слишком там всё. Слишком, да. А сейчас наши дети, наше поколение, они же уходят в себя, как бы они ушли в себя. Им вообще внешний мир, он вообще не важен, да. У них есть своя там опора, у них есть свой мир внутренний, и им комфортнее быть там, да. Вот, ну, это одно, мы ушли от темы. Вообще, в чем миссия Кандыканы, наверное, почему я так фанатично, одержимо все-таки этим занимаюсь, да, глубинное вот это, как бы глубинный смысл, что Кандыкан, да, она несет в себе в целом, да, вот, ну, какой-то такой тренд, какое-то некое новаторство в плане вот сохранения, популяризации культуры Севера Арктики, да. Это повод об этом говорить, наверное, да? Да, это повод, это же все равно в любом случае, как бы к ней не относились, не все тоже рукоплескают, есть те, кто очень консервативно, радикально, да, настроен, да, А вообще. что там может не нравиться, я не понимаю. Даже национальность моя иногда не нравится. Я же не КМНС по статусу, я по паспорту Саха. Так. И есть те, которые мне открыто... Самозванка? Ты не имеешь права Да, называть себя... что, да, я столкнулась с тем, что, да, раз ты Саха, зачем ты занимаешься, ты не имеешь права даже, говорили. Да? Да. Мгм. А как ты думаешь, вот это право как определяется? Кем определяется? Сердцем, Тобой? душой, Ты так человек. чувствуешь? Да, потому что, ну, как бы я стараюсь не обращать внимания, да, потому что, что бы люди ни говорили, самое главное — это время, которое покажет результат. И все намерения, и вся вот эта истинность, она придет, да. Вот, я думаю, что Кандыкан, если временной срез взять, то результаты, они очевидны, да. И от этого, ну, как бы ей суждено было выйти через меня. Вот. Но вернемся к миссии. Север и вообще Якутия, что это? Это самая огромная большая территория. Это наши несметные богатства, да. Самое главное богатство — это, конечно, мы, жители, да, такие уникальные, креативные, по-детски такие, наверное, такие чистые, все-таки открытые, да. Это наше на такое некое преимущество. Но самое главное, что у нас есть, это еще вечная мерзлота. Потому что вечная мерзлота — это сейчас вопрос глобальный, это фундамент всей планеты. То есть можно так сказать, что это фундамент
основной, да, Мгм. и все, что сейчас будет происходить и уже происходит, да. А климатические изменения, ну, экологические — это немножко другая повестка, это все равно будет неизбежно, да. Антропогенный фактор, он все равно есть. Но что плохого и что нереального, если мягкой силой мы возведем вот такой символ, да, усилим, да, вот Кандакан станет на пьедестал, как Моана, как Мулан, как Маугли, даже тот, который ассоциирует джунгли, как Покахонтус, да, и будет северным персонажем. И через него мы сможем, вот этот персонаж, мы можем как и тренды, и какое-то некое влияние как бы нести. Да? Но самое главное — донести ценность, что вечная мерзлота — это вопрос каждого сейчас, и что ее нужно тоже беречь и хранить, как и наши все остальные какие-то ресурсы, да, природные. Вот. И А оленеводы, получается, оленеводы хранители. самые прямые хранители, потому что чем больше оленей, чем больше как бы пастбищ, да, тема ESG, устойчивого развития, да, когда идет освоение промышленных компаний, тоже она очень важна для Это как социально-экономического развития. противовес, получается, да? Да, и оленеводы, они же, когда сохраняют свой быт, свой традиционный уклад, они прямые хранители фундамента всей планеты. Вот их роль. Вот их образ, который, к сожалению, сейчас пока образ оленевода, он все-таки все равно не престижен. Да? И это самая главная угроза, потому что молодежь не хочет быть оленеводом. Она не пойдет, потому что это не престижно. Пойдут единицы, те, у которых вот на генном так душа тоже зовет, да, по зову сердца. А все остальные, они, конечно, рационально будут выбирать там, где как бы... Ну, там, где комфортнее. Да? Да, там, И где это тоже комфортнее. правильно. Вот. А если вот, ну вот я всегда привожу этот пример ковбой. Кто это такие? Ну, коровий пастух, да, если дословный перевод. Это же пантушки, образ которых очень распиарен, да. И вот привези ковбоя, да, он сбежит на сутки не пройдет от тех условий, которые выдерживают и вообще живут и кайфуют наши оленеводы. Вот. И оленеводы, когда они пасут наших оленей, когда идет миграция, когда стада не сокращаются численности, когда вот бескрайние наши просторы, они свой уклад жизни, они, ну, как жили раньше, да, они вот являются очень главным таким звеном. Мое понимание и мои возможности, как я вижу, да, что вот эта история Кандакан, которая откликнулась не от того, что я же не ходила там вот к тебе, Аня, такая, так, это моя там прабабка, пойдем, Аня, кандаканить, да? Да, ты пришла тоже по зову сердца, да, как и многие другие ребята, да, и здесь не было такого, что это какая-то чисто частная семейная история. Это Кандакан, она у всех. У всех есть своя какая-то история. Предки у нас на национальности не делятся, да, и здесь это важность, ну, данность, там, как бы чувствовать вот эту связь с предками, когда они, ну, к тебе обращаются, наверное, да, не то что за помощью, да, но ты им можешь все равно помочь как проводник между времен и вот их заветы перенести дальше. Тут как будто бы такой человек как связующее звено, Да. конкретный человек как связующее звено, как передатчик информации Да. дальше. Я не вижу там обязательно себя, что там Кандакан останется. Вот в моем понимании, что вот я, ну, то, что сделала, да, даже если даже не через меня, вот там большие корпорации или какие-то там большие мировые истории, она выйдет в мир. Без разницы, как она выйдет. Самое главное здесь мне, как хотелось бы, уже не как проводнику да, или потомку, да, а как жителю Якутии, как патриоту своей республики, потому что я вообще фанатично одержима Якутии, да, и хочу, чтобы, когда она стала мировой историей, чтобы права остались у нас за регионом. А еще я вот для себя объясняю, что предки, наверное, хотят чего? Перекочевать в цифровой мир. Оставить Да, цифровой след. цифровой конечно, мир они это же очень хотят важно. перекочевать. И чего они от меня хотят? Вот они хотят ну, туда побольше как бы все попасть, да? И вот они меня терпят, потому что вот эти технологии сейчас, да, то, что вот, ну, происходит, то, что мы сейчас видим, вот вчера буквально тоже участник нашей команды, мой талантливый друг, очень большой молодец, Петр Хики, да, вот я всегда часто о нем как бы упоминаю, потому что реально, короче, ну вот человек такой очень
Кто он? Чем занимается? Он режиссер, монтажер. Через него проходит 90-80%, наверное, всех фильмов республики по цветокоррекции, по монтажу. Он цветокором занимается. Да, он выпустил 2 фильма, одно из них — это «Холодное золото». Ну, плюс он занимается вот нейросетями, очень сильно как бы их изучает. И что он сделал вчера? Выпустил чат-бот, который теперь генерит фоточки классные С северной тематикой. с национальным, с якутским колоритом в том числе. И самое главное, еще с видео, да? Потому что сейчас 2 есть аналога, Syntax и Cheese, это такие уже мировые, такие большие, да, аналоги, но они делают только фотки. И у них очень много погрешностей, где у тебя там будет 3-я рука где-то торчать, да, там 6 пальцев. Я вчера сама поюзала наш якутский этот бот. Я видела. Красиво. Да, и при том, что я загрузила самые неудачные, вот не по правилам фотографии. И если я еще загружу как бы хорошие, там, ну, качественные, то эффект будет еще намного как бы лучше. То есть, получается, допустим, для северных народов кандыкан важна для того, чтобы оставить цифровой след. Не только, я здесь не делю именно вот, ну, северный, да, вообще в целом как бы для коренных, ну, народов, да, потому что она даже просто как примером, да, может быть, да, вот вдохновением, да, а здесь именно в контексте нашей республики и деятельности кандыкан, то да, потому что если вот, ну, с культурой народа Саха все-таки все не так уж плохо, да, даже наш масштабный СЭХ, и вот когда ты видишь, что маленьких детишек, да, почти новорожденных, они уже Илинки Бегер, да, вот там в холодах, костюмчиках, да, ты уже понимаешь, что как, это же не навязывание, да, это уже, ну, как это из дота, да, как бы от души идет. А вот что касается севера, да, конечно, это потому что, ну, как бы малочисленность в том числе, да, и в основном вся культура, она настолько уже архаична, что да, ее можно сохранить, ведется очень много программ, да, вот, ну, деятельности, но она, если будет пылиться в музеях, где-то на полках, в архивах, это разве... То есть инструменты донесения должны быть другие. Да, а если уже поколений. вот на этой неделе я встречалась с девочкой, имени обычно Ириана, ученица 5-й школы, да, она пишет вот научно-практический доклад, работу по кандыкан. Вот, и мы встретились, я ей рассказывала вообще в целом про проект, про историю семейную. И вот она говорит, мне мама сказала, что мне просто эта сказка очень сильно, ну, запала как бы, да, и она мне очень понравилась, а потом мама сказала, что у нас есть, ну, вот, тоже вот, ну, и венкийские корни, да, тунгусские, вот. И, наверное, вот такая самоидентичность, вот подъем, да, интерес, то есть изучение, потому что предки, еще раз говорю, у нас национальности не делятся. Каждого якута поскреби, ты найдешь там, каждого тунгуса поскреби, да. Вот и буквально позавчера встречалась с архивистом тоже, да, который сейчас мы ведем расследование, продолжаем расследование по роду кандыкан, по роду моего отца. И он тоже так и говорит. Он говорит, очень много, когда якуты переписались тунгусами, тунгусы переписались якутами, да, и вот за чистоту... Ну вот и в конце концов перемешались все. Да, и даже происхождение, ну, якутов, да, папа тюрк, мама тунгуска. Для детей, для следующего поколения уважать, понимать и знать. Знать — это значит любить, потому что любовь — это знание. Если ты когда не знаешь, ты как можешь полюбить, да? Вот это как познай себя, полюби себя, это тоже про это же. Во-первых, знать, а во-вторых, наверное, как-то определиться. Вот это определение — это же самое сложное. Ну окей, можно узнать про себя, что ты на треть, допустим, эвенка, на треть саха и на треть русская. Господи, и еще сколько-нибудь там процентов разных других примесей. Самоопределение, допустим. да. Вот смотри, и вот человек это все про себя знает. Сегодня это можно сделать очень легко. Один анализ решает. А самоопределение — это же не про это. Самоопределение — это про то, как я буду себя позиционировать миру, как я буду представлять себя миру, да? Что я буду транслировать, не знаю, через одежду, через язык, через какие-то бытовые, культурные традиции, которые я буду передавать своим детям. И вот в этом смысле очень интересно же ты сказала, по паспорту я саха, при этом я занимаюсь коренными малочисленными народами, да, созданием ценностей. То есть в эвенской культуре я изучаю, как бы, да, вот, как бы тянет, да, ну и в принципе самоопределение, когда ты там назвала, да, вот такое.
Ну да, есть такое. Вот тоже вот, например, у нас есть наш молодой наставник такой, ну, эксперт, да, проекта, участник команды Кандыкан Борис Осипов. Он является молодым эвенским ученым. Он, получается, наполовину якут, наполовину саха и эвен, да? И вот он сам себя определил Он- как эвен. Уже будучи взрослым, то есть студентом, он выучил эвенский язык, и как бы самоопределение у него вот такое эвенское. И он полностью как бы выучил, он свободно сейчас владеет, и он защитил свою работу кандидатскую, да, и всю свою жизнь вот, ну, практически фанатично очень сейчас занимается изучением, А не кажется сохранением. ли тебе, что это усложнение? Ну, если весь мир идет к какому-то такому глобальному смешению всего, и вот получается, что если человек вот это знает и сам может выбрать, я вот это вот выбираю, и я вот так себя показываю, ну, то есть я вот с этой стороны только. А нельзя просто вот, ну, я человек, я состою из всего. Ну, у каждого свой выбор. Кому-то же нравится, вот, например, заниматься вот, увлеченно, например, сохранением, ну, вообще языками, да, и при этом, например, помогать нашему проекту там, выпускать мультики, сказки, да, чтобы вот эта исконность, правильность, да, была, да. Вот, это тоже хорошо. Есть те, которые себя позиционируют, ну, человек мира, да, и тоже как... Главное, чтобы это тебе как бы не мешало, да, И другим лично. не вредило. И Хорошо да, и будет. окружающему миру шло во благо. Начинаешь, когда себя там что-то меняешь, да, не к миру прикапываешься, да, там, к остальным чего-то там требуешь или ждешь, там, да. То есть если появился вот этот себе. вопрос, кто я, да, хорошо бы на него ответ найти. А иногда для этого же нужна целая жизнь. Иногда Как говорится, у каждого свой сценарий. И у меня вот понимание вообще нашего нахождения здесь, на планете Земля, то, что мы когда-то там были, мы подписали этот сценарий. И, наверное, еще, а давай-ка я добавлю себе вот такого, короче, типа функций. Буду там эмпатично, альтруистично, да, там, или эгоистично, там, да, или что-нибудь такое, или жестокости мне силы, там, или что-то такое, то есть ты безволие, так да. это, да, видишь. Да, и мы обязательно совсем согласились, прочитали, увидели и сами поучаствовали в создании этого сценария, и потом такие, пам, ну такие, что? А потом сами себя спрашиваем тогда, получается, да, насколько Да, ты и пришел весь в этот квест. квест, и вся вот этот смысл нашего бытия, и изюминка нашей жизни, вот как раз и прожить. Или в согласии, или не в согласии с выбранным сценарием. А выбор у нас всегда, это как говорит, счастье — это же выбор. Слушай, ну звучит вдохновляюще на самом деле. Какие планы в ближайшие, ну, на ближайший год? 5-й год действия общественной организации Кандыкан. Нескромно прозвучит, но мечты у меня, правда, нескромные. Вот Кандыкан же, она улетела в космос, Так, как улетела. куколка, как некий такой символ. Тоже как бы там случайно. Вообще все, что произошло в Кандыкан, это не было такое там стратегия, планы, так здесь сделали, вот сюда вот, оно как бы идет само там в потоке, да, вот как бы я иногда сама не успеваю, вот оно несется, да, вот события, как бы, можно так сказать, практически сами случаются. Якутянина в космос. А почему это может быть не оленевод? Потому что оленеводы физически сильные, крепкие. Потому что оленеводы пасут оленей. Да, а или чтобы дети быть оленеводов. космонавтом, нужно этому посвятить Ну да, годы, ну вот, годы или, жизни. ну вот, или генетически тоже вот северные люди, да, вот не называя как-то национальности, вот мы якутяне вообще космонавты готовые, да. У нас же была космическая программа. Но это так, уже немножко такие отвлеченные мечты, не совсем как бы про деятельность Кандыкан. А так у нас в цель, это же чтобы Кандыкан стала именно персонажем, и за 4 года такой, можно так сказать, расфокус. Ну, то есть вот эти направления, их много, как получается, символ Кандыкан, он есть и танцевальный коллектив, да, вот Академия Лены Ивановны Лаховой и Ирины Даниловой, да, вот замечательных хореографов. 250 детей у них уже, да, Кандыкан тоже в танцевальном сообществе Я гремит. помню, я вас познакомила. Да, вот там сказка, мультик, вот, ну какие-то. Сейчас больше такой будет точный, ну сейчас я вот больше уже так тихий такой режим начался, да, такой некий такой ребрендинг проекта, и больше уже точно на то, чтобы Кандыкан, она
в таких больших историях вышла. Ну вот как анимационный сериал, вернулась к этому моменту, да, гейм, продукт, то есть все такие направления, которые смогли бы, ну и надеемся, что Кандыкан в виде книги тоже она не только в масштабах республики уже сможет выйти в этом году за пределами, да. Как здорово. Пока не будем громко говорить, вот. Но все, чтобы дальше масштабировать историю, чтобы она откликалась и занимала свое место северного персонажа Вау. мирового значения. Отлично. То есть у Кандыкан сейчас время масштаба. Да, и Глобального. да, уже такими тихими, не такими как бы. Ну, то есть сейчас свои силы, свои ресурсы больше вот на подготовку к таким направлениям. Здорово. Ну, потому что это же тоже история не про то, что вот там взяла там мультик, нарисовала и пошла, да, это все-таки инвестиции нужно, команду тоже профессионалов, да, подбирать, вот. Сейчас мы вот по гейм-проекту в коллабе с якутскими разработчиками, с ребятами с Silly Games студия, вот, ну, посмотрим, пока тоже громко говорить не будем, но этот год будет определяющим. Ну, это вот планы на этот год. На То этот год, есть да. Вот эта пятилетка должна закрыться чем-то таким Да, ну, законченным, значимым. как Маша и Медведи, Кандыкан с оленем Герке, Да? с вороном, тотемом, вот, и со своими друзьями обязательно выйдет. Но в этом году уже точно она выйдет как образовательный проект по ивенскому языку. Очень благодарю компанию НВК СФА Вот, это за очень поддержку, здорово. да, потому что уже рисуется. Вот, и в конце года у нас будет образовательный мини-сериал Это «Мир очень Кандыкан». здорово. Слушай, ну я желаю успехов, я всегда желаю успехов вот в этом проекте. Он, мне кажется, замечательный. И он, правда, закрывает какие-то глобальные, очень важные для всех нас задачи. Да. Спасибо тебе большое, сил тебе, настойчивости и команды крепкой, поддерживающей. Хотелось бы услышать твои пожелания нашим телезрителям. Ну, конечно, основное я желаю, если у вас есть мечта, верьте. Что бы ни происходило, просто верьте. И всегда помните, что сила предков, какие бы у нас отношения с родителями не были, мы не обязательно должны знать всю свою там родовую или родословную, но вот все, что мы из себя представляем, даже цвет глаз, наша структура там волос, да, это же все гены, а гены — это предки, это энергия, и они с нами. И они, если вы находите, если мечта идет из сердца, они обязательно вокруг вас собираются и вот просто несут вас на руках. Помните об этом. Мечты сбываются. Спасибо большое, Рита. Спасибо.